Сегодня первый день весны, и в городе отмечают Масленицу. Я иду в старый город, там встречаюсь с подругой и надеюсь, что-нибудь хорошее поснимаю. Сегодня очень хорошая погода, тепло, ярко, солнечно. Сейчас встретила знакомого, он сказал, что все гуляния уже закончились и что мои кони тихо ходят. Но тем не менее, все равно придем, посмотрим, что там есть. Спасибо большое. Под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень правый в первый раз идет. В общем, Масленица оказалась такой... Буквально через пару мгновений. Масленица оказалась такой, знаешь... Как это слово? Немноголюдной, скажем так, да. Потому что по программе... Вообще нет. По программе было заявлено, что все народные гуляния, там какие-то конкурсы, игры, там... В общем, все будет происходить где-то с часу дня до 5 вечера в старом городе. Я сейчас приехала, там в старом городе около Куржала только концерт. Гагаринский округ устраивал поедание блинов с закрытыми глазами, то есть стояли два участника и с закрытыми глазами кормили друг друга блинами. Все. И в самом Куржало был тоже концерт. Народу пресс продают все, что попало. Я купила мед. Вот и сейчас мы с сестрой едем за коньками. Потому что мы решили устроить на Юле. Чего? На Юле? В общем, мы будем кататься на коньках, на горках. И вот он, какой ледовый парк. Северное сияние.
туда не пойду, скорее всего. Ну, конечно, выходной день, все здесь, весь город. Так, покупаем билеты. Вот касса. Вот, да, девушка сидит, покупает. Наличный расчет. Запрещено курить в угол собак и распивать напитки. Такие вот билеты. Вот два. Олени есть. Здесь также имеется каток. Побежал ребенок за папой. Что, не может без папы? В общем, ледовый городок выглядит вот таким вот образом. Какие-то фигурки. Ну, конечно же, тут имеется кофе, будка, где можно переобуться. На этих горках разрешают только на своих ледянках, то есть которые вот здесь вот в городке дают в аренду. Якобы вот наши другого цвета, на них нельзя ездить. Ну, естественно, это чтобы люди брали, здесь арендовали. Ну и тут катание на лошадях. Какие красивые лошади. Но в целом я даже не знаю, стоит это 250 рублей или нет. Потому что тут все нужно отдельно оплачивать. Здесь только вход 250. Чуть не грохнулась. Но отсюда я точно на своих каблуках не полезу. Тут есть какой-нибудь, не знаю, лабиринт, где бы я могла красиво там, не знаю, пофотографироваться для Инстаграма. Это кто, Джек Воробей? Ну, эти ледовые фигуры, за которым нельзя подойти и сфотографироваться. Ну, чтобы люди не сломали буранчики. Вот эта горка, конечно, она прям... Я не знаю, сколько там нужно времени стать в очереди, чтобы не прокатиться на местных ледянках. О, так прикольно. Но работы красивые здесь. Ледовые скульптуры. Зорбинг — это когда ты в шар заходишь, а тюбинг — это на ватрушке ты катаешься. Люди поднимаются пешком, там такая очередь. И вот 3 полосы для обычных ледянок, для тюбинга и для зорбинга. Ждем, когда шар вниз спустят. Ну что-то, не собираются, мне кажется. Вот он заход же, вот он. Да? Все, дождались. Но у него разгон-то совсем маленький. Рассказывай, что это такое? Это священное дерево Аллукмас. И все? Оно священное, да.
Но вот здесь движуха чувствуется намного лучше и веселее, чем это было в старом городе на Масленице. Я снимаю, как ты снимаешь. Вика! Кто на здесь такой хороший стоит? Вика! Вот это еще и на коньках. Ой, подождите, я сейчас упаду буду. Все, этот ребенок не дал никому сфотографироваться нормально. Ты почему плачешь? Я хочу это домой возвращаться. Чего она хочет домой? Нет, я хочу домой возвращаться. Покачаться хочешь? Да.